Вот и завершился наш фестиваль, к которому мы шли, можно сказать, очень долго, потому что в Республике Татарстан одним из первых Мензелинский театр поставил у себя и вошел в репертуар первый бэби-спектакль среди театральных коллективов нашей республики в 2018 году. Это не случайно. И в 2021 году мы провели первый форум по бэби-театрам. Это было в тестовом режиме. И, наконец, с общими усилиями, с поддержкой Министерства культуры нашей республики, с поддержкой главы Мензелинского муниципального района, получилось у нас провести первый всероссийский фестиваль бэби-театров «Ляк-ляк» именно на базе нашего Мензелинского государственного драмтеатра. В течение 3 дней мы показывали 9 спектаклей на базе Мензелинского драмтеатра. Конечно же, у нас не совсем может быть условия, как положено, и по площади намного меньше по сравнению с другими театрами, но все равно мы смогли распределить логистику правильно, и параллельно у нас шли спектакли. В течение 3 дней дети Мензелинска от 2 до 7 лет смогли посмотреть эти прекрасные спектакли. Данное направление давно уже вызывает интерес населения. Ну, как потребители, наши зрители говорят, не хватило им 3 дня. В дальнейшем мы, конечно, будем рассматривать варианты более шире, более масштабно, может быть, даже посмотреть в дальнейшем как в формате лаборатории, в формате уличного театра. Это тоже такое приветствуется. Сперва театрализованный был пролог интересный с участниками, с артистами нашего театра. Конечно же, поприветствовал глава нашего района Айдар Фасович Салахов. Оно выросло на нашем дереве, которое растет в саду. А как появилось дерево? Оно проросло из маленького семечка, которое попало в землю. Папа, а как появился я? И я. Люди в разных странах детей находят в разных местах. Детишек находят в капусте, среди мха под деревом и даже в почтовом ящике. Вместе с утренней газетой. А вас, мои любимые, к нам принес аист. Лек-лек. Лек-лек. Если наши дети с малых лет видят красоту, доброту, мы закладываем будущее для наших детей. И в последующем мы будем и дальше продвигать это скажем, новые направления театральной культуры. Для нас это очень важно. Пусть мы провинциальный городок на границе Татарстана, небольшой город, но мы действительно имеем большую историю, и мы тоже хотим, чтобы у нашего театра была своя изюминка, и мы наши первые шаги – это наш фестиваль. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро всем! Ручки, все проснулись! Доброе утро! Давайте
вами познакомиться. Точно, мы же забыли познакомиться. Меня зовут Маша. А меня зовут Саша. И мы путешественники. Хотите потрогать? Подходите. Тихонечко подходите и Потрогайте. потрогайте Антарктиду, она холодная. А Африка Посмотрите, горячая. какие горы Потрогайте в Африку. Америке. Ләк-ләк фестиваленә без инде берничә ел рәттән йөрибез. Минзәләбездә ул безнең күптәннән алып барыла дип беләм мин аны. Менә 3 ел элек беренче тапкыр ялгышмасам, кызым белән килдек. Безгә бик ошаган. Ул вакытта да хәзер масштаб үзгәргән, тагын да олылайган. Кызыбызга бик ошый дип өметләнәм. Әле сөйләшмәдек аның белән. Ул хәзерге вакытта сәхнәдә артистлар белән бергә, геройларыбыз белән бергә. До свидания, ребята. До новых встреч! До свидания! Нам очень приятно быть здесь, потому что это опыт, впечатление. Приятно услышать хорошие слова от мнений экспертов. Вот. Мы будем трудиться, и нам хочется теперь придумывать какие-то новые вещи, истории и рассказывать маленьким зрителям интересные вещи. Вот. В нашем театре это уже не первая постановка бэби-спектакля. У нас есть несколько уже вариантов, и разные люди ставили также, и у нас есть еще несколько работ бэби-спектаклей. Ку-ку! Не ку-ку! Снег, ку-ку! Ай! Ты чего? Просыпайся! Просыпайся, лужица! А снег идет, а снег идет. А теперь лови. В прошлом году мы были на форуме в Мензелинске, очень рады, что нас пригласили, получили много информации, сидели, думали и создали вот такой спектакль «Бэби». Он у нас идет на детишек от 2 лет. Это как раз категория, которая у нас в театре, она осталась неохваченной. Я хочу напомнить, что детский театр как институция как раз родился в нашей стране раньше, чем во многих других. И в той или иной мере детский театр у нас развивался, и в том числе играл и для маленьких. Конкретно бэби-театр, да, родился не у нас, Европа нас в этом смысле по времени опередила лет на 30. Вот. Но это не значит, что мы опоздали. Вот об этом, мне кажется, вообще не нужно думать. Потому что в русле того огромного института детского театра, который существует в стране, мы продолжаем делать и это дело. Тут важно не обогнать и не догнать, важно делать это качественно. А вот качественно делать это довольно трудно для любой страны, для любого театра, в том числе и для нашего. Ну, уже есть успехи, я думаю, что впереди у нас достаточно много достижений ждет в этой области. Это очень серьезная акция. Спасибо городу Мензелинску и спасибо Татарстану.
Потому что собрать этот опыт, были лаборатории, были попытки, их очень много, и все они хороши, да. Но чтобы вот так собрать многодневный фестиваль, это первая попытка. И мне кажется, что надо все ресурсы журналистские, которые есть, использовать, чтобы этот опыт донести. Этот спектакль очень легко продавать, и зрители с удовольствием смотрят, идут и смотрят этот спектакль. Мы всегда рады нашим зрителям и всегда ждем их с большим удовольствием. Поздравляем ваш замечательный город, ваш театр с первым фестивалем бэби-театров. Я думаю, что у вас все получится. Желаем процветания, дальнейших успехов. И я думаю, встретимся и на других фестивалях, на ваших фестивалях. Доброе утро. Нас еще так никогда не встречали. Идет дождь. А у вас? Идет? У вас идет. Ой, не пугайте его, пожалуйста. А у нас же есть целое море с чистой водой, свежей, где куда мрака отпустили. Да. Я пойду и наберу воды. Сережа, это ты здорово придумал. Это да. Вот, давай, заходи. А куда надо колготочки снять? Колготочку, да, не получится. Мне тоже надо снять. Присаживайтесь, пожалуйста, на свои театральные места. Мы очень любим детей в этом возрасте, до 4 лет. Нам просто... А после 4 лет мы их уже не любим. Не очень любим. И очень нравится то, как они воспринимают мир. И очень хотелось попробовать все то, что мы умели и знаем, то, что мы наработали в театре, попробовать для этих зрителей. То есть сделать такое зрелище, которое их заинтересует. И они будут сопричастны тому, что происходит на сцене. Нам было всегда интересно общаться с маленькими детьми, да. А наши дети к тому моменту выросли, и мы не знали, как иначе сделать так, чтобы мы могли бы общаться с детьми до 3 лет бесконечное количество времени. Поэтому мы решили заняться бэби-театром. Это удачное было решение для нас. Сегодня у нас в гостях Государственный театр кукол Удмуртской республики. В этом синем-синем море жила одна маленькая рыбка. Рыбка Медуза. Мы можем с вами завязать просто узелочек. Давайте узелочек завяжем. Все умеют? Кому еще завязать? А меня? Не торопитесь, сейчас всем завяжем.
Нам интересно побывать на этом фестивале, посмотреть, чем живут бэби-театры нашей страны и ближайших регионов, для того, чтобы перенять опыт и, может быть, что-то привнести в наш театр. В нашем театре мы хотим еще поставить бэби-спектакли. К нам ходят очень активно, вообще бэби-спектакли пользуются огромным спросом, у нас не хватает билетов, люди покупают билеты там чуть ли не за полгода, за несколько месяцев точно, поэтому да, мы будем развиваться в этом направлении, особенно после такого замечательного фестиваля. Бэби-спектакли воспитывают в любом человеке какое-то творческое начало и развивают то, что уже заложено в ребенке. Они помогают ему играть и видеть мир шире и как-то справляться со своими чувствами и эмоциями. У фестиваля есть довольно обширная образовательная программа. И это очень важно, что здесь есть мастер-классы и лекции, потому что видно желание Мензелинского театра на своей базе создавать спектакли для самых маленьких. Поэтому общение с профессионалами, конечно, одна из первоочередных в этом деле вещей. По поводу афиши и вообще программы фестиваля, можно сказать, что удалось привести в город каких-то самых известных авторов постановок и спектакли театров, которые только начинают работать с этим форматом, с этим жанром. И поэтому получилась такая очень разнообразная афиша, что, конечно, очень, с одной стороны, интересно для зрителей увидеть сразу много разного, и, с другой стороны, очень познавательно для самого театра, посмотреть, какой бэби-театр вообще возможен. Хочу поблагодарить Мензелинский драматический театр за организацию этого фестиваля и пожелать ему удачи и дальнейших успехов. И пусть это будет началом большого и такого долгоиграющего направления в этом театре и вообще в регионе. Пусть фестивалей будет очень много, и зрителей будет все больше и больше. Увидели мы в афише про фестиваль. Захотелось нам посмотреть, да, Хазин? Да. Мы очень любим в театр ходить. Принято, что вот это новое направление ставят приезжие режиссеры, которые уже непосредственно занимаются только бэби-спектаклями, бэби-театрами. Но мы сделали исключение и доверились нашим артистам. У нас есть очень талантливые артисты, не только на сцене как артисты, а у них есть режиссерские данные. Для данного фестиваля наши артисты Рустем и Диляра Зиннурова подготовили, поставили новый бэби-спектакль, это «Зазеркалье». Несмотря на то, что они сами молодые артисты, буквально 5-6 лет только у нас работают, они действительно стали наставниками для наших молодых артистов, которые пришли работать в наш театр буквально полгода, год назад. Сегодня на нашем спектакле можно будет кричать, топать ногами, хлопать в ладоши, разговаривать, смеяться, можно поспать, можно даже поплакать.
Смотрите, тут кровать. Молодцы, все такие красивые. Давай, пока. На этом фестивале мы послушали много лекций, побывали на мастер-классах и, конечно же, посмотрели много спектаклей. И знаете, как начинающий режиссер в этой сфере, я открыл для себя много нового. Был обмен опытом, что для меня очень важно. Я где-то, наверное, нашел свои какие-то ошибки. И, естественно, после фестиваля я буду исправлять это. Я буду исправляться, дай бог, в лучшую сторону. Вы дарите нам счастье, улыбку, радость. И наши пожелания нашим друзьям из города Москва, нашим коллегам. Первый театр так и называется, потому что они первые именно вот в этой области деятельности театра. Театр для самых маленьких. Это огромный труд. И огромное вам спасибо, успехов, счастья, радости. От нас вам подарок. Сейчас вот развитие бэби-театра идет очень интенсивно и хорошо. И главное, что есть на это спрос, и значит, он будет развиваться дальше. Что касается хода фестиваля сейчас.
Мне кажется, фестиваль идет вообще очень прекрасно. Я очень наблюдаю за аудиторией, которая к нам приходит. А к нам приходит в основном такой организованный зритель. Это дети от 2 до 5 лет из детских садов. Только что у нас был спектакль Первого театра. Называется «Кандинский в песочнице». И в какой-то момент дети просто встали, у них, видимо, была очень красивая сцена, и дети просто встали и начали аплодировать. И это было потрясающе, они прям стояли и аплодировали. И это здорово, это, знаете, то есть они все время держат внимание, хотя мы вроде разговариваем с ними про сложные темы, особенно сейчас. Кандинский был на сцене для самых маленьких. И тем не менее, это производит впечатление на детей, они уходят с большими эмоциями. На протяжении 3 дней у нас работал солидный экспертный совет фестиваля. Эти были известные театроведы из города Москвы: Варвара Коровина, Наталья Каменская, Анна Казарина. Это все наши эксперты из города Москвы. И, конечно же, наш друг, театровед, который занимается всеми направлениями в сфере театра. Это наш соотечественник Нияз Икламов из города Казани. В течение 3 дней они смотрели все спектакли. Потом были обсуждения данного спектакля, где поправить, где какие-то пожелания или наоборот плюсы, минусы, потому что это тоже и артистам надо, и они уже не только смотрят как с точки зрения зрителей, с точки зрения профессионалов. В планах в 2023 году провести данный фестиваль в формате лаборатории. Вот пока такие у нас есть мечты. Не знаю, сколько дней это будет продолжаться, но я думаю, что это минимум 5 дней будет. От 5 до 7 дней. Красивое время года. Во-первых, тепло, вот как я уже говорил. Рассматриваем варианты некоторых спектаклей на улице показывать, некоторые здания, некоторые, может быть, использовать другие площадки города, потому что у нас есть прекрасные площадки, и Дом культуры, молодежный центр Ялкин, может быть, и там какие-то варианты посмотреть. А так, в дальнейшем, главное, у нас есть поддержка Министерства культуры, главное, есть у нас поддержка нашего района, главы района, остальное уже в наших руках. Мы сейчас понимаем, что ребенка надо приучать к культуре, к искусству с самых ранних месяцев, не то что лет. И он уже может что-то распознавать, может быть, не понимая. Но ему можно включать классическую музыку, ему можно показывать какие-то картинки. Он это все как-то воспринимает, записывает на подкорку, и потом растет более гармоничной, более духовной, более патриотичной личностью. Это, конечно, серьезный очень вклад бэби-театр в будущее страны, в генофонд нации и так далее. То есть это, конечно, хотя мы привыкли, что в нашей стране, к сожалению, довольно много наших коллег из больших театров с колоннами, они смотрят свысока, как на бэби-театр, так на театр кукол, вообще на театр для детей, но это все несерьезно. На самом деле, в современных условиях российский театр для детей и юношества, он, может быть, более интересен, чем многие взрослые коллективы, чем многие взрослые театры. Привет! А у меня есть волшебная сумка, которая превращает любые предметы в то, что я захочу. Проверим? Да! Так. Значит, мы с вами сегодня немного поиграем. Да? Ой, смотри, девочка маленькая. А подбородок дедушки. Ой, сынок, там мир. Новые страны, континенты, другие жизни. Уважаемые дамы, хармеда мура, харекет шмарадунры, лангаран дарабандра. Ну как ты спал, расскажи. Я спал хорошо, такое снилось. А что тебе снилось, Вася? Снилось,
А что снилось, Вася? Башни. А теперь вы можете аккуратно подойти к нам, и мы вас познакомим с нашими главными героями. Что это такое? Рулетка, да, правильно. Кто играл елку, скажи. А это что такое, знаете, кто нас в пингвинах играл? Мыло, правильно. Ну, молодцы. Спасибо вам большое, что пришли к нам на спектакль. Нашим героям нужно отдыхать. Хорошо, спасибо вам большое. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всего замечательного, вам счастья, здоровья, главных самых успехов. Приезжайте к нам еще раз в гости. Это на память. Мы очень рады быть на этом фестивале. Это совершенно замечательно, что такой фестиваль возможен. И я очень надеюсь, что его будут продолжать, потому что бэби-театр – это очень такое интересное направление, которое сейчас востребовано. И, конечно же, оно требует образовательных программ. Я надеюсь, что это возможно будет сделать, потому что сейчас уже очень многие, есть коллективы, которые работают с бэби-средой, с такой самой маленькой с самыми маленькими зрителями. Мензелинск очень понравился. Тут я приехала из Москвы, и там такая смурь у нас, солнца нету. Вот, все очень спешат, и здесь для меня такое какое-то, как сказать, очень такое спокойное место и красивая природа. Нас возили на экскурсию, мы видели все, что здесь вокруг. Я представляю, как это вообще и летом, и весной, как прекрасно. Вот. Мне кажется, это прекрасное место, чтобы действительно взращивать что-то новое. Вот. И как-то глубоко запускать процессы творческие, никуда не торопясь, спокойно это делать. Волк живет в лесу, правильно. Медведь, да. А кто еще? Лиса, ежик. Вот кого я должна была разбудить и совсем забыла. Проснись. Ой. Ежик, а умыться? Я не хочу. Ну как ты не хочешь? Ну хорошо, тогда ты будешь грязнулей. Ну ладно, буду грязнулей. А вот придешь ты к своей подружке маленькой медведке. И она тебе скажет, что? А где же ежик? Это же светлячки. Светлячки, пожалуйста, покажите, где тропинка к ежинке? А теперь ты меня догоняешь. Дождик, я убежал. Я от тебя убежал, У нас в театре есть пространство, называется «Лес чудес». Вот оно такое зеленое, красивое. Там посередине стоит дуб. Да, большой дуб. И вот у нас сейчас 3 бэйби-спектакля. Было 4, сейчас 3. Вот, и они все проходят вот в этом специальном помещении «Лес чудес». Нам очень приятно, что у нас есть такая возможность видеть такие вещи и наших детей приобщать к миру прекрасного, к театру, чтобы в дальнейшем у них все-таки возникало и желание, и любовь прививалась к искусству и ко всему прекрасному. Мы
Первый раз пришли на бэби-театр с дочкой. Нам всего лишь 10 месяцев. Я думала, сидеть не будут, но она сидела, смотрела, очень было интересно. Мы прям довольны, обязательно еще раз приедем. Фестиваль очень понравился, спектакль замечательный, особенно для маленьких детей. Смотрел, очень внимательно смотрел, наблюдал. Артисты молодцы, очень занимательная сценка именно вот для детей, именно вот такого возраста. Они очень внимательно все смотрели. Ну, что пожелать фестивалю? Больше новых идей, больше развития именно в этой области, потому что для маленьких детей очень мало таких спектаклей. В дальнейшем мы обязательно планируем продолжать данную работу. Такие встречи, такие фестивали нужны не только для зрителя, а для коллектива театра. Потому что, во-первых, обмен опытом. Мы видим другие коллективы, мы видим, как они занимаются, какое у них отношение. И, во-вторых, они нас видят. Надо учитывать момент, что мы не столичный театр, а приграничный театр, да, маленький город, но несмотря на то, что мы маленький город, работа, жизнь в театре неплохо кипит. Раз начали данное направление, будем продолжать, будем привлекать зрителей, хотим познакомиться с другими коллективами, потому что их очень много, кто развивает данное направление. И, конечно же, ждем вас всех у нас в городе Мензелинск, в Мензелинском государственном драматическом театре имени Сабира Барина.